Посол Китая Сяо Цинхуа заявил, что у Бишкека нет иного выхода, кроме того, как погасить свои долги в ближайшей перспективе. Кыргызстан, как и другие страны в Центральной Азии, финансово зависимы от иностранных кредиторов, в частности от Китая, что позволяет Китаю приобретать на страны Центральной Азии еще большее политическое, экономическое и военное влияние. Примечательно, что страны Центральной Азии быстрыми темпами увеличивают задолженности и перед международными финансовыми оккупантами. По данным организации Center for Global Development, на экспортно-импортный банк Китая приходится около 40% внешнего долга Кыргызстана, что составляет сумму в 1,5 миллиарда американских долларов. В своем докладе «Исследование долговых последствий инициативы. Один пояс, один путь. Политическая перспектива», опубликованном 7 марта, исследователи Center for Global Development посчитали, что Китай вкладывает до 8 триллионов долларов в 68 стран Азии, Африки и Европы. Напомним, что кредиты являются сегодня инструментом в руках крупных держав для установления колониального контроля над слабыми странами с целью их дальнейшего порабощения, и по этой причине данные кредиты порою навязываются даже тем странам, которые совершенно не нуждаются в финансовых вливаниях. Отметим, что ростовщические операции являются для мусульман недопустимыми согласно законам ислама и считаются одним из самых больших грехов.